Сосногорскому шоссе едем в сторону Озерного. На Озерном основная улица – это улица Чернова. Она названа так в честь Чернова Александра Александровича. Это видный советский ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Чернов почти всю жизнь посвятил изучению северных недр, выявлению полезных ископаемых. Он открыл Печорский угольный бассейн. Он обосновал основные направления поисков нефти и газа в Коми-крае. Он один из инициаторов геолого-разведочной экспедиции, направленной на реку Ухту в 1929 году. Здесь раньше было ГАИ. Да, здесь раньше было ГАИ, ГАИ сейчас у нас переехали. Сейчас посмотрим, что здесь. А куда они переехали? Они около телецентра прям находятся. А, точно, они теперь около телецентра. Не, вот там, конечно, удобнее, чем здесь. Вначале у них на Интер было огромное здание такое. Потом их сюда перекинули. Монтаж, компания Двина. Вот сюда заходили вот. Не, Да. не сюда, вот сюда. А, вот точно, вот сейчас будет крыло. Ой, там собачка А сейчас. сейчас вообще непонятно, что здесь. Да, вот сюда мы заходили, здесь права менял. Ты Вова помнишь? Подожди, давай дальше. Да, я здесь не только менял, я и сдавал на права. И на права То есть получал их здесь. получала. Слушай, а мне надо посмотреть, когда мои-то права надо менять. Не, у тебя, по-моему, До 24-го, да? Северный центр убрал, КамАЗ-центр, ничего себе даже не знал. Тут когда-то была Лукойлская заправка. А, осталось, слушай. Ну, они действующие? Не, они действующие. Вообще, да, самое заброшенное? Где? Вот здесь Лукойл был когда-то. А, ну да, их остался. Лукойл. Слушай, а здесь еще какое-то предприятие геодезическое. Сосед-то наш по однушке. Мне кажется, тоже... Как он называется-то? Туда не поедем. Какие-то дальше, 4 буквы. А, или дальше у да? них. Пункт приема. Или здесь. Мне кажется, там уже ничего такого нет. Что ты Да. думаешь, они уже не Где-то работают? почему отказались от Лукойла заправки своей? Здесь? Нерентабельно. Ну, потому что в аэропорту по пути сделали. Прям в самом. Там же у раньше них было. новое, да. И все. А сюда уже не очень удобно заезжать. Это же не с трассы, это же надо съехать. Вот так вот круг сделать. И все. Тем более, там находится в 5. Сколько там? В 5 минутах. Штиль магазин. Все своих, Husqvarna, Дождь пошел. узкая механика. Лада запчасти. Двина. Ну, и неизвестно, может быть, эти все вывески-то какие-нибудь уже и ну, Не действующий. не действующие. Подшипники, а может, действующие. Озерный – поселок, расположенный в 3 километрах от города Ухты в сторону Сосногорска. 28 января 1950 года решением исполкома горсовета отдельный лагерный пункт номер 23 был переименован в поселок Озерный. Главные улицы – это Озерная, Моторная, Чернова. Новыми являются Станционная и Вуктыльская. Поселок Озерный развивался как промышленный. Основными предприятиями были кирпичный завод, Ухтинское пассажирское автотранспортное предприятие и завод строительных металлических конструкций. Жилые дома построены в основном в 60-х, 70-х Ой, годах. какое здание, мазанка. А не кирпич, это просто сверху так. Центр туда. Где центр? Туда центр. Надо как. Ну да, в центр поедем. Не поедем? Нет, не поедем. Мы поедем в центр. В центре всегда что-то интересное. Какие-нибудь памятники должны А быть. здесь вот одна улица. Вот и все. Это главная улица у них, да? Да. Так, вот это у нас главная улица. Это по всей какой-то школе, что ли? Где? Слева было. Слева. Не знаю. Я хочу посмотреть, как называется улица. Хоть бы одна вывеска была, вон. Нет. А, вот. Улица Чернова. Здесь когда-то магазин был. Где? Вот это. Вот это? Колос. Ну, Слушай, а какая-то Машка Лида не здесь не работала? в Колосе. Она на Озерном был магазине работала. Ну, какое-то административное как будто здание, да? Такое какое-то красивое.
ворота такие высотные, не знаю, что это. Ой, тут какие-то вывески старинные, тоже написано буковки. Магнит. Так, а что в центре-то у них? Все, это есть везде. Центр закончился? Все. Ну, только административное здание какое-то мы красиво увидели, и все. Дальше склады пошли. Ну, поехали тогда туда, дальше, куда-то там ты предлагал прям проехать. А вон, может, туда, налево сейчас свернуть? Потому что что-то маловато. Или куда мы там выйдем? Непонятно. Техосмотр, страхование ОСАГО, каска. Едем по улице, вид с другой стороны. Если прочитаешь, что на здании было написано такие буквы. Во-во-во-во-во-во. Что это такое написано здесь? О, старинными такими буквами. Закон производства, качества. Качество, закон Может, производства. какой-то завод был тогда? Ну, наверное, потому что какие-то бочки, трубы. Такое ощущение, какой-то Башкирцева здесь работал. Не здесь ли она работала, Судя, что это единственный магазин, и он очень старинный, возможно, она тут и работала. Продукты, написано продукты. Это еще с советских времен написано, мне кажется. Чернова 23. Это у Вовы бабушка Нет, это я предполагаю, что здесь. Не факт, что Клишина Лидия она Васильевна. была заведующей. Она была заведующей магазином на Озерном. Тут магазин был вообще такой блатной, то есть тут всегда было все вообще, и мясо, все дефицитные товары в теме. Успехов учения. Значит, это школа. Какие-то картонами забиты окна. Не, действующая, наверное, школа. Вон она. Действующая, да? Ну, я думаю, что да. Да, вон занавесочки. Школа. Ну, такая большая школа. А что не написано слово школа, ни вывесок, ничего нету. Я даже теперь уже сомневаюсь, есть ли на Озерном школа. А вывесок нету? Нет. Только на окнах были из бумаги вырезаны слова. Какое-то опять заброшенное здание, кирпичное. О, крыша даже провалилась. Да, все заброшено. Брусчатка. Улица какая-то. А здесь, кстати, раньше было, знаешь, что я тут сдавал пуховик Аню. Химчистка? Да, они сейчас в ярмарке. А, да. Ой, это река Ухта, что ли, тут? Нет, это озеро, называется, по-моему, Вуктыльское, что ли, по карте если Да посмотреть. ты что? Да, такое озерцо небольшое. А, ничего себе. Ну, там речка в нее впадает, маленькая такая. Чистая такая водичка. Так, ну здесь, в принципе, можно уже разворачиваться. Тут А, это, кстати, улица Вуктыльская. Вот это вот. А где ты прочитал? И это я еще помню по карте. Но вот где-то если будет вывеска, ну я точно знаю, потом посмотреть по Яндекс.Карте. Вот эта улица Вуктыльская. Ну давай тогда прямо и поедем, куда она выведет. Ну и гаражей у них тут много. Господи, целые эти улицы гаражные. И куда мы выехали? Управление технологического транспорта и специальной техники. Какое-то огромное такое предприятие. А, это красивое. Газпромовская? Газпромовская еще? А где А, ты и едешь? тут это СТ. Оно, кажется, здесь, я даже и не знал. Что за СТ? А, точно УТТ Газпром. и СТ. А, да, вон, точно знак Газпром. А тут что-то... А, точно, Вуктыльская улица. Вов, ты прав. Вот Производство... это геофизика, по-моему, здесь. Как геофизика? Вуктыл? Или какая геофизика? Да. Вуктыл А у них же офис-то в Ухте. А, Вуктыл геофизика здесь. Ничего себе. Нет, Управление. вот это, если я не ошибаюсь. Вот это Газпромовское какое-то здание на Озерном. Остановочка, автобусы у них тут. Вот это, по-моему, там геофизика, мне кажется. Не знаю. А ты видел там улицу? А, Газпром там висит, Вов. Газпром здание, это точно не Не, Вуктыл давай еще раз прочитаем. Ну,
Вывеска «Газпром». Буктылгаз, геофизика, Так «Газпром» она же не «Газпром» выкупил. и есть. А, на «Газпром»? Ну ты можешь туда подъехать? Да. База производственного технического обслуживания. Не то, да? Нет, тут надо по... Вот филиал написано. Сейчас филиал. Что там за филиал? Сейчас посмотрим. Филиал «Газпром». это «Внегаз». Это не Вуктыл. Это просто улица Вуктыльская. Вот, улица близко-то есть. Да. Да. А Вуктыл, геофизика. Что ты думаешь, где-то на Озерном, да? Я вот что-то вот где-то здесь она. Это твой папа бы сказал. Потому что у них офис головной-то здесь находится. А не здание КНГФ там. Высотка около кольца. Там у них просто офис был маленький. Они там делали офис как бы. А сама производственная площадка, где у них машины, техника. Ну вот там, смотри, какие тоже эти здания. Вот это озеро здесь. Не, за озеро, посмотри, какие ангары огромные. Это все заброшенное. Огромные, несколько. Это, кстати, знаешь что? Нет, мостовой кран. Вот, это я туда ездил в том году. Зачем? Тут тупик, и здесь трубы возили. Еще мостовой Вот я кран. сюда ездил. Да, вон то желтое здание, вон оно. Вот здесь я был, да? А там фонари горят в желтом здании, значит, оно Здесь тупик, действующее. здесь трубы я принимал. Буквально 2 дня здесь на выходные. А, вон кран. Да, вот здесь я был. Видишь, тут все близко, оказывается, компактно. Русский алюминий, на 100 лет уже вывез. Ух ты, какой ты озерный, да? Ну как-то так, конечно. Ну вот это ТСТ, я даже не знал, что оно здесь. Ничего себе. Мгм. Я думал, оно где-то там, где вот все эти Уптоик, Лавр. Слушай, ну здания такие добротные все. Все кирпич желтый, ну сами. Ну грех было не строить здесь такие хорошие здания, если они, вот он карьер, откуда добывался и глина, а дальше еще один карьер, кирпич. Ее уже везли на завод кирпичный на В 1940 по 1950 годах здесь была канатная подвесная дорога, построенная для передвижения вагонеток с глиной на кирпичный завод из карьера. Она проходила над автодорогой Ухта-Сосногорск. Я подумала, детский садик, а там просто детские игрушки валяются перед подъездом. Да, а все-таки как здания, да, зависят, ну, красивые здания. Все-таки, видишь, они недолго стоят. Кирпич есть кирпич. А еще качественный, когда кирпич. Видишь, какой у нас качественный ухтинский кирпич желтенький. Да, и озерно у нас красиво. Да. Вот и было небольшое путешествие по Озерному. В студенческие годы мы сюда с Вовой ходили. А вот, кстати, мы приезжали. Не только мы. Около этой хаты. Наша вся какая-то банда из общак и всех. Банда алкашей. Ходили. Это шутка, конечно. Ну да, шутка. Ходили, день рождения отмечали. Где-то вот какая-то тут квартира Ну была. не ходили, на автобус же ездили, помню. Или ходили пешком. Да, я не помню. День рождения. Нет, там она. Какие-то студенты снимали. Вон, кстати, дома, там за этими домами. Да, квартиры. Я тебе хотел сказать, тут была. А мы ходили. Господи, салаты тазами делали. Да, точно, там нюх какой-то было. А, Ладаева. Мне кажется, Ладаева. Да. Ладаева была днюха, мы там гуляли. Боже, это какие года? 97-й год. 97-й год. Я первый курс. Арбуз, помню, там что-то. Арбуз даже был, да? Ох, были времена. Сейчас бы так, конечно, не делали. Так, кусочек МКАДа. Ну все, озерно, считай, закончился. Вова почему-то называет этот мост кусочек МКАДа. Ну, кусочек маленький такой. Почему он тебе кажется МКАД? Ну, как по МКАДу едем. Только узкому, за ужином. За ужином. Этот мост, буктыльцы, конечно, очень расстроены, потому что этот мост должен был... Да, это, мне кажется, байка. Байка? Да, мне кажется, да. Короче, Придумали буктыльцы сами. считают, что этот мост должен был построен через реку Печора к ним, а его
построили здесь через год ЖД пути. Не знаю, насколько это правда. Я думаю, это не так. Ну, есть такие служки. Этот мост. А вот этот столб последний, он был роковой. Где он у нас? Его уже и нету, да? Или восстановили? Поехали, заедем. Вот сюда. Когда-то И я столб он... здесь стоял. А, Все, вот его и нет. Нету. Его как сбил базик, и все. Все. Здесь... Ой-ой-ой. Куда мы едем? А сейчас зайдем в этот Зеленецкую? Зеленецкую, посмотрим, что там интересно. Что-то справа чисто. Чисто, да, никого нет. Это у нас считаются склады. Вот здесь вот Да, любят дорожки здесь. все что-то закупаться. такое. Пиц. Вот сюда вот направо так заезжают. И там все покупают. А мы сейчас решили в Зеленецкую, да? Мы сюда вообще не ездим. Вообще на склады сюда не ездим. Да, просто решили заехать. По пути. Бакинский дворик. Ой, все.